Мариновский историко-краеведческий музей представляет вашему вниманию фотовыставку «Сказ о целине». Метель и 40-градусные морозы встретили первых покорителей целины. Люди шли в необжитую степь. Жилищем первых целинников служили полевой вагончик, установленный на сани, и палатки из брезента. Рация, несколько тракторов – вот и все хозяйство первого совхоза. Весной 1954 года на освоение целинных и залежных земель прибыли посланцы Украины, Москвы, Ленинграда. В этом же году по комсомольским путевкам прибыли посланцы в наш район из Полтавской, Белгородской, Акмолинской, Карагандинской областей, Краснодарского края. За 1954-55 годы в области создано 78 новых совхозов. Среди целинных хозяйств были совхозы «Культура», «Гвардеец», «Красносельский». Все они самоотверженно трудились на благо страны, свято веря в ее светлое будущее, преодолевая немалые трудности и лишения, искренне радуясь тому немногому, что давала им жизнь. Первые целинники приехали в Мариновку в 1954 году, а в январе 1955 года на этих землях был организован новый зерносовхоз «Красносельский». Первым директором совхоза стал Литвин Степан Гаврилович. В этой должности он проработал год и был освобожден по состоянию здоровья. 16 декабря 1955 года директором Красносельского был назначен Астафьев Андрей Лизарович. С именем этого человека мариновцы связывают все свои большие и малые победы. Становление совхоза как крепкого хозяйства началось именно при нем. В числе первых к нам приехал Михаил Ефимович Тараненко, Александр Егорович Долгов, Сидоренко Петр Ефимович. В числе первых был и фронтовик, капитан запаса Некрасов Макар Васильевич. В Журавлевской МТС он овладел специальностью тракториста и с января 1955 года работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Родина высоко оценила его труд. К боевым наградам прибавился орден Октябрьской революции. Калиниченко Митрофан Николаевич начинал трактористом, а потом в течение 10 лет возглавлял тракторно-полеводческую бригаду, был награжден медалью за трудовую доблесть. В числе лучших Митрофан Николаевич представлял наш совхоз на всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Высокий патриотический настрой и энтузиазм молодежи помогли преодолеть огромные трудности на начальном этапе целинной эпопеи. Здесь огромную роль сыграл казахский народ. Гостеприимство и душевная щедрость старожилов помогали преодолевать трудности, выстоять и победить. С чувством подлинного восхищения мы вглядываемся сегодня в личные судьбы старожилов казахских просторов. Своим самоотверженным трудом они во многом обеспечили успех великого дела. Лидер нации в своем выступлении сказал: «Сила и мощь тысяч людей и миллионов рук, творивших эпопею целины, которая навсегда останется в нашей памяти и глубинах души, воодушевляют нас и нынешние дни».